Шотландия. Конец XIII века. Страна под ударом. В нее вторглась лучшая армия христианского мира. Разгром кажется неизбежным. Но вдруг появляется человек, который станет величайшим героем Шотландии. Я Уильям Уоллес. И я вижу целую армию моих соотечественников, решивших сразиться с тиранией. Уильям Уоллес, названный позже храбрым сердцем, национальный лидер, отдавший жизнь за свободу своей страны. Он был провозглашен вождем, хранителем Шотландии. Залогом лидерства были его военные успехи и подвиги. Уильям Уоллес – совершенно уникальная фигура в шотландской истории. Он возник из безвестности, чтобы стать национальным символом патриотизма и несгибаемого духа. Став храбрым сердцем, он отдал все за независимость своего народа. И спустя 7 столетий шотландский народ чтит его имя. Такому величественному герою верой и правдой служил шотландский полководец Джеймс Дуглас, ставший основателем одной из ветвей семьи Дугласов. Поэтому заслуги благих предков могут стать прекрасным примером для выбора правильного развития личности. Знать свое родовое древо нужно не просто для истории, а для того, чтобы лучше ориентироваться и в настоящем, и в будущем, которое является прямым отражением и продолжением прошлого. Итак, род Дугласов ведет свое начало из глубины веков, из Шотландии XII века, а имя роду дала река Дуглас в графстве Южный Ланаркшир. Доподлинно неизвестно, есть ли непосредственная связь шотландских и российских Дугласов, но эта вероятность достаточно велика, так как известны несколько представителей этой фамилии, которые в разное время поселились в пределах Российской империи, в основном в Прибалтике, в Санкт-Петербурге, а затем и в Якутии. Я уже уверен, что в биографии, ну, в смысле, в родословной любого человека есть люди такие очень интересные, значимые, как бы, которые на слуху, на виду. Вот. Это однозначно. Кто-нибудь как-нибудь все равно зацепил любую родословную. По крайней мере, оказывается. Так оказалось и у Андрея Викторовича Дугласа, когда-то проживавшего в Якутии. Ныне он гражданин Канады. Своим кропотливым трудом он распутал клубок родственных связей до нескольких поколений. Конечно же, не без помощи учреждений, специализирующихся на составлении генеалогического древа. Генеалогические запросы, но это услуга платная, она дорогая, поэтому люди в основном работают сами в читальном зале. Архивные фонды содержат издания и рукописи, выполненные в основном на бумаге, неуклонно разрушающиеся в процессе хранения и использования. Цель хранения – снизить воздействие неблагоприятных факторов и увеличить долговечность документов. Поэтому для обеспечения сохранности этих документов мы недавно сделали оцифровку этих документов. У нас каждый день почти полный читальный зал, даже иногда очередь бывает. Люди в основном сейчас интересуются своей родословной, семейным архивом, семейными ценностями. Ценность знания своей генеалогии неоспорима. Она придает человеку мысленную сопричастность к многочисленной группе людей, включающей весь его род. Родословная позволяет осознать себя важным связующим звеном в истории семьи. А это, как утверждают психологи, просто необходимо для стабильности личности. Знание своих корней дает человеку надежный фундамент и опору в жизни. Сегодня мы тоже должны ценить свою семейную историю и интересоваться ей, ведь стремление знать свой род – это естественная человеческая потребность, такая же, как и помнить своих самых ближайших родственников. В 90-х годах, когда я заинтересовался родословными своих предков. Начал, конечно, с семейного альбома, расспрашивать у отца, у матери, а кто это, а это кто, а это кто. Хотя я многих, конечно, знал еще в то время. Я, в общем-то, застал поколение своих бабушек, дедушек многочисленных, поэтому я так, в общем-то, кого-то знал лично. Вот. А кого-то нет, конечно, пришлось спрашивать у родителей. Ну, а потом все больше и больше, а это кто, а у кого есть еще фотографии, а вот покажите.
Одна из самых привлекательных версий начала Дугласов в России – это молодой генерал шведской армии Карла XII, граф Отто Густав Дуглас. Во время Полтавской битвы он, в числе прочих, попал в русский плен, отбыл 5 лет в почетной ссылке в Вологде, выписал туда свою шведскую невесту, женился на ней, да так и остался в России, поступив на службу к царю Петру I. Служил, наверное, хорошо, так как известно, что царю он приглянулся, и однажды тот даже спас его от неминуемой тюрьмы. А дело было так. Отто Дуглас был вспыльчивого нрава, обид не прощал и как-то подрался с русским офицером. И по запальчивости убил его. Попал под суд, заслужил суровый приговор. Но царь осужденного неожиданно простил, заменив ему каторгу 2-недельными работами в летнем саду в качестве садовника. Но и после кончины Петра граф Дуглас успешно продолжал службу и в 1738 году стал губернатором Ревеля, это теперешний Таллин, а потом и всего Прибалтийского края. А когда к России отошла Финляндия, то сменил там военного генерал-губернатора князя Александра Меньшикова, став первым гражданским губернатором этого нового края Российской империи. Служил он и на военном поприще, участвовал в русско-турецкой войне 1735-39 годов в Крыму. Знаете, все время встречаешься с людьми, например, с каким-то родственником, он что-то рассказывает, потом говорит: ой, слушай, тебе надо вот найти такую-то бабушку, она там где-то живет там-то, там-то, и вот у нее надо спросить. Нахожу эту бабушку, иду к ней, она все рассказывает, что знает, показывает фотографии какие-то, я их там, значит, копирую. Потом она говорит: ой, а слушай, там есть такой дедушка, вот он еще больше должен знать. И вот это все, представляете, я обычно, когда бываю здесь, в Якутске, да, к концу моего пребывания, это как лавина такая, мне нужно посетить того, я не успеваю даже. Как бы самое такое действительно открытие, да, это на Колыме в Нелемном у своей двоюродной тети, которая, правда, гораздо моложе меня, я обнаружил ранее неизвестный нам портрет нашего прадеда Генриха Иосифовича Дугласа. Он был племянником Черского, и тот взял его с собой в экспедицию в качестве стрелка и препаратора. Ученый Иван Черский с женой Маврой, сыном Александром, а также с сыном своей родной сестры Михейлины Генрихом Дугласом выехали из Петербурга в экспедицию в Якутскую область. Экспедиция Императорской академии наук для исследования рек Колымы, Индигирки и Яны находится уже в полном снаряжении к плаванию до Нижнеколымска, и необходимые на это денежные затраты уже сделаны. Между тем, серьезная болезнь, постигшая меня перед отъездом, заставляет сомневаться в том, доживу ли я даже до однозначного времени отбытия. Так как экспедиция, кроме геологической задачи, имеет еще зоологические и ботанические, которые наведывает моя жена Мавра Павловна Черская. Поэтому во избежание полной непроизводительности затраченных уже на лето 1890 года сумм, я делаю ниже следующие постановления, которое во имя пользы для науки и задач экспедиции должно быть принято во внимание и местными властями. В случае моей смерти, где бы она меня ни застигла, экспедиция под управлением моей жены должна все-таки ныне летом непременно доплыть до Нижнеколымска. Иначе Академия наук должна потерпеть крупные денежные убытки и ущерб в научных результатах. А на мое имя, до сих пор еще ничем не запятнанная, ложится вся тягость неудачи. Только после возвращения экспедиции обратно в Среднеколымск она должна считаться оконченной. После всего изложенного выше смею надеяться, что местные власти за все время действия экспедиции благоволят способствовать ее целям точно так же, как это делалось ими
и при моей жизни. Мой прадед Генрих Иосифович Дуглас во время зимовки, значит, в Верхнеколымске он встретил купеческую дочь Екатерину Степановну Попову, влюбился и, в общем-то, и женился. Вот. Любовь была выше крыши. Так он и остался, в общем-то, здесь. Милостивый государь Генрих Иосифович, согласие мое на ваш брак с составлением вас при прежних занятиях, охота, препарирование и помощь хозяйственной стороне экспедиции может последовать лишь в таком случае, коль скоро вы обяжетесь подпискою, что брак это ни под каким предлогом не повлияет ни на обычный ход ваших занятий на пользу экспедиции, ни на скорость ее передвижений, ни, наконец, на какое-либо увеличение расходов по путешествию. Условия эти, выраженные в вашей подписке, вы должны соблюдать ненарушимо, споспешествуя всеми зависящими от вас мерами точному исполнению принятых вами обязанностей при экспедиции. Что касается Генриха Дугласа, то он после размолвки с моим мужем отстал от экспедиции и остался в Сибири, где и живет поныне. Причиной конфликта послужило желание Генриха жениться на дочери верхнеколымского священника Екатерине Степановне Поповой. Так он и остался, в общем-то, здесь. Вот так вот Дугласы попали в Якутск. А сам-то он был из Витебской губернии, вот то место, откуда родом сам Иван Дементьевич Черский, это на стыке Литвы, Белоруссии и Польши. Поэтому там такая, видимо, была смесь кровей. Вот. Хотя сам Генрих Иосифович, мой прадед, он называл себя прусским подданным. Вот так получилось. Ну а потом он принял, в 1997 году он принял православную веру, стал Иваном Осиповичем, вот, нарожал кучу детей в 26 году. Был страстный, в 26 году умер, был страстный совершенно охотник. Мы даже, собственно, подозреваем, что он из-за этого и не вернулся к себе на родину, потому что здесь были такие вот возможности для его увлечения охотой гораздо больше, чем в какой-то там Витебской, перенаселенной Витебской губернии. Кстати, в Якутском краеведческом музее имеется ценный экспонат – чучело тигра, который в 1905 году изготовил племянник Черского Генрих Дуглас. История этого тигра тоже очень интересна. 21 ноября в первом эженском роде, в 80 верстах от Усть-Майского селения, вниз по реке Алдану, тунгусами убит тигр с человеческими жертвами. Это был тигр, самец большого роста, прекрасный в черных полосах шерсти. Пионеры пришли послушать рассказ 108-летнего охотника Захарова. Он убил когда-то этого тигра. Захаров уложил его своим метким выстрелом. 108 лет человеку, а он еще и сейчас на зверя охотится. Бу амурский тигр, манчжурская хамулхан керинге, бихмузей битгар, тахинча тагосу сетталака, конутар хетте күнүер турбуттра. Дугластен Покровскийга олорхалжыбыт, Черская экспедициятер кыттыбыт препараторынан үрләбит, онно кихи бучучалынан оран бихмузей битаран бастан тахинча тагосу сетталака турбуттра. В последующем оставшуюся жизнь семья Генриха Дугласа прожила в Покровске. В 1898 году Генрих стал православным, отказался от дворянства и перешел в крестьянское сословие. Служил писарем, а также выращивал рожь. Дугласы родили 12 детей, из них 6 умерли еще в младенческом возрасте. Генрих Осипович Дуглас позднее изменил свое имя на имя Иван. 2 старших сына, Петр и Ануфрий, были участниками Первой мировой и гражданской войн. В мирное время оба работали бухгалтерами. Младший сын Борис работал в Зырянке, фактории. Умер рано от болезни. По разным данным, он был женат дважды и имел 10 детей. Еще один сын Генриха, Степан, работал связистом-монтером.
40 лет служил развитию связи в районе и республике. Дочь Ирина работала медсестрой в Покровске. Ее первый муж Павел Васильевич Ксенофонтов являлся руководителем антибольшевистского движения в Якутии, известного как «Движение конфедералистов» или «Ксенофонтовщина». Младшая дочь Мария после окончания Ленинградского мединститута заведовала женской консультацией города Якутска. До 1970 года работала главным акушером-гинекологом Министерства здравоохранения Якутской АССР. Ее муж Григорий Кокшарский был первым фтизиохирургом Якутии, который, к слову сказать, обладал очень красивым голосом, лирическим тенором и был солистом высшей категории Якутского музыкального театра. Он с успехом пел как оперные партии, так и песни на русском и якутском языках. Истелин, Кокшарская, Юрбадо, Эйдетин, Мария Ивановна, приготовьте инструменты. Доктор Григорий Михайлович Кокшарский спас много жизней. Больше 1500 вылетов совершили якутские врачи. В республике много внимания уделяется охране здоровья трудящихся. Судьба потомков рода Дугласов сложилась по-разному, но все они нашли свое место в жизни. Многочисленные внуки разбросаны по всей России и за границей. Так наш сегодняшний герой, правнук Генриха Дугласа, Андрей, и по сей день интересуется хитросплетениями судьбы. И это неудивительно, ведь каждому из нас хочется помнить интересные факты семейной истории, знать о выдающихся предках и о своем происхождении. Среди них вполне могут быть выдающиеся полководцы, князья, ученые, поэты, музыканты, композиторы или просто люди с необычной судьбой. Сегодня все больше и больше людей стремятся выяснить, кем же были их предки. Андрей Викторович каждое лето приезжает из Ванкувера в Якутск и, как обычно, приходит в Национальный архив республики, чтобы вновь соприкоснуться к истории своего рода. Ну, родословно это очень кропотливая работа и долгая, поэтому они могут до год-два можно сидеть для того, чтобы все как бы выявить. Все, они как колесики, сначала с одним материалом, другим материалом, потом они колесико за шестеренку, и начинается вот все. Да, увлечение, так сказать, стариной своего родного края. То, ну как, сначала ищут свою родословную, потом интересуются уже, как бы сказать, попутно выявляются другие материалы, они заинтересовываются и начинают уже как бы для души работать. Сидят, и потом у них, как бы сказать, формируется панорамное видение истории своего так, родного, там, да, малой родины. И люди увлекаются. Да, и поэтому очень много сидят людей, которые как бы специально занимаются. В родословном исследовании Андрея Дугласа остались неизвестными только 2-3 поколения между его прапрадедом Иосифом Дугласом и предполагаемым внуком Отто Густава Дугласа Робертом Арчибальдом, который командовал шведской армией во время Второй мировой войны. Установив их родственную связь, Андрей сможет узнать всю генеалогическую цепочку вплоть до первого Дугласа. Знаете, замечено, что начинают интересоваться своей родословной, в общем-то, уже поздно люди. Слишком. И я начал поздно этим заниматься, слишком поздно. Старики уже умерли, вот. Как-то так, потерялись. Фотографии, к сожалению, потерялись. А что я могу сказать? Ну, конечно, могу сказать, типа, ребята, интересуйтесь своей родословной. Но это, по-моему, и так очевидно, понятно, да? Я бы хотел призвать людей хранить
вещи, которые связаны с предками, фотографии главным образом. Даже если вы не знаете ни одного лица на этой фотографии, не выбрасывайте ее ни в коем случае. Сейчас не узнаете, потом узнаете, люди другие узнают, если вы им покажете. Желание знать свое прошлое и настоящее, желание оставить эти знания потомкам обусловлено тем, что человек не один в этом мире, что он не перекати поле, а самое настоящее крепкое дерево с мощными корнями, глубоко уходящими не только в семейные узы, но и в свое предназначение, которое вызывает стимул к развитию личности и ее внутренних качеств. Знание прошлого своего рода или истории династии всегда было большой силой, показывающей перспективу будущего. Как парадоксально это ни звучит, но чтобы появились дополнительные шансы успешно обустроить свое будущее, нужно хорошенько покопаться в прошлом.